Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей и коротко о главных темах. Система космического мониторинга МЧС России начала действовать в регионе. Поиски второго утонувшего охотника в Южной Якутии продолжаются. Абитуриенты могут через интернет подать заявление на поступление на культурные специальности в учебные заведения республики. Система космического мониторинга МЧС России действует в Якутии. Мобильный комплекс представляет из себя приемник и передатчик. Разработан в НИИ точных приборов для территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В наш регион его доставили в апреле. Комплекс повысил оперативность в 2-3 раза. Материалы съемки поступают непосредственно в распоряжение специалистов. Благодаря полученным данным о спрогнозированных опасных природных явлениях на затороопасных участках реки Лена в Ленском районе и устье реки Алдан был проведен ряд превентивных мероприятий, направленных на недопущение и минимализацию последствий чрезвычайных ситуаций. Сейчас нами проводятся работы по мониторингу прогнозирования паводка в Колымской группе районов, а также фиксация природных пожаров на территории Якутии. Паводковая обстановка на реках Якутии развивается согласно прогнозов. Реки Амга и Алдан вышли в устье. На реке Колыме ледоход проходит по территории Среднеколымского района. Нижняя кромка в 10 километрах ниже населенного пункта Среднеколымск. Уровень воды почти на 2 метра ниже критического. На реке Вилюй ледоход проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка вышла в устье. Верхняя в 40 километрах ниже населенного пункта Хатырык-Хамо. Уровень воды 9 метров 80 сантиметров. На реке Оленек активная фаза ледохода проходит по территории Оленекского района. Нижняя кромка у населенного пункта Оленек. Уровень воды там составляет 738 сантиметров. На 6 суток раньше нормы осуществилось вскрытие реки у гидропоста Индигирский. И уровень воды на реке Индигирка составляет 2 метра 18 сантиметров. Наблюдается средний ледоход. Что касается паводковой ситуации, то она у нас вот по реке Лена хорошая. Мы видим, что Алдан и Вилюй вошли уже в устье, и практически угроз для населенных пунктов в том районе у нас уже нету. Сейчас основное внимание у нас на Колыме. Ледоход подходит к Среднеколымску. Традиционно в районе острова Лабуя затор образовался, но вместе с тем соответствующее количество взрывчатых веществ уже завезено туда. Мы надеемся, что в случае необходимости будут подрывы произведены вовремя, так и угрозы для Среднеколымска серьезной не будет. Вместе с тем, конечно, уровни воды там сейчас уже начинают достаточно быстро уже расти. Первый танкер с топливом в этом году прибыл в Ленск. Он отдал швартовы к причалу Сахатранснефтегазсбыт. Как встретили речников, расскажет Ксения Журавлева. К встрече танкера не успела подготовиться разве что погода. Несмотря на середину мая, город со всех сторон пронизывал холодный ветер. И снег падал. Танкер капитан Суханов доставил на Ленскую нефтебазу первый в этом году 95-й бензин. Были произведены замеры товарными операторами судна. Лаборатории филиала были отобраны пробы. Подготовлена линия до приемной РВС. И начинаем выгрузку. По доброй традиции открывающей судоходство команде дарят подарки. Этот год исключением не стал. Для молодого командира судна столь ранняя навигация в ранге капитана первая. Оттого такая волнительная. Экипаж в полном составе, все довольны, рады. Конечно, будем стараться, стремиться. Теплоход технически готов к выполнению поставленных задач в навигации 2020 года. Встреча первого судна после долгой зимы – событие долгожданное. К нему готовятся не только перевозчики, но и принимающая сторона. Ранние сроки никак не повлияли на готовность нефтебазы к приему больших объемов топлива. На сегодняшний день филиал Ленская нефтебаза полностью готов к приемке нефтепродуктов из танкерного флота в резервный парк филиала. Проведены все необходимые работы, проведены тральные работы, оформлен соответствующий акт. На короткий период летней навигации перед перевозчиками стоит важная задача – доставить как можно больше грузов для заказчиков. Среди них и «Алроса». В прошлом году алмазная компания спустила на воду 2 новых нефтеналивных судна. Нынешняя навигация для них будет первой. Активно сегодня грузим нефтеналивной флот. Следом у нас идет теплоход танкер «Виктор Тихонов» с баржей. Также следующий у нас делает сегодня оборот в Усть-Куте на нефтебазе теплоход «Лев Солдатов». То есть все суда по мере вооружения
грузятся и отправляются с грузом навигации 2020 года. Ксения Журавлева, Марина Крутихина, Олег Соснин. Телеканал «Алмазный край». Поиски пропавшего охотника продолжаются. Напомню, 17 мая в службу спасения Якутии поступило заявление от жительницы Нерюнгри. Женщина сообщила, что супруг уехал на охоту с друзьями на реку Тимптон в районе поселка Нагорный и потерялся. Оперативная группа Нерюнгринского поисково-спасательного отряда выехала к месту предполагаемого ЧС. Со слов очевидца, 3 охотников без спасательных жилетов на резиновой лодке решили переправиться через реку. Результат переправы трагический. Мужчины не смогли причалить к противоположному берегу, их начало сносить. А потом лодку и вовсе перевернуло. Один человек смог выбраться на берег. Примерно в 1200 метрах вниз по течению было обнаружено тело одного утопшего. Продолжаются поиски 2-го человека по берегу и в воде. Задействовано 2 плавсредства для просмотра водной акватории и около 10 добровольцев для просмотра береговой линии. Поиски затрудняются тем, что вода в Тимптоне, в реке Тимптон очень загрязненная, плохо просматривается, но поиски будут вестись в том же режиме, которым ведутся на данный момент. Количество больных коронавирусом в Нерюнгринском районе достигло 25 человек. Есть лица с первичным диагнозом, но их количество небольшое. Об этом нам рассказал главный санитарный врач Нерюнгринского района Сергей Воробьев. До вчерашнего дня выздоровевших было 16 человек, и сегодня планируется к выписке еще 4 человека. В обсерваторе находится всего 13 граждан. Больные проходят необходимый курс лечения, реабилитации и выписываются благополучно с диагнозом выздоровления. На текущий момент специалистами территориального отдела оформлено более 3000 постановлений на самоизоляцию. Все лица находятся по местам их самоизоляции, которые указываются в постановлении, и осуществляется контроль со стороны как органов МВД, так и осуществляется биллинг, то есть контроль за данными гражданами по номерам сотовых телефонов. Но в целом можно сказать, что работа ведется у нас комплексная и достаточная, что позволяет сдерживать инфекцию в нашем районе. Вопрос дезинфекции подъездов многоквартирных домов актуален с марта месяца. Эту обязанность возложили на управляющие компании и товарищества собственников жилья. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, тщательно должны обрабатываться места, к которым чаще всего прикасаются люди. Это перила, поручни, дверные ручки, кнопки лифта, почтовые ящики и так далее. Виолетта Засимова выясняла, как в Хангаласском районе обстоят дела с санобработкой. Большее количество многоквартирных домов Хангаласского улуса сосредоточено в городе Покровске. Их обслуживают 3 управляющие компании и 1 товарищество собственников жилья. К вопросу дезинфекции подъездов каждая организация подошла по-своему. Например, управляющая компания «Покровское предприятие жилищно-коммунальных услуг» обеззараживает подъезды в 14 многоквартирных домах ежедневно, кроме выходных. Работники в количестве 10 человек опрыскивают хлорсодержащим раствором контактные места. Раствор, кстати, бесплатно поставляет оперативный штаб Улуса. Гипохлорид натрия нам начали выдавать. И вот мы его концентрированный, вот когда администрация района завезла, мы его у них берем, разбавляем по рекомендации, опять же, Роспотребнадзора, и им работаем. А вот управляющая компания «Покровские коммунальные системы» с новыми обязанностями, видимо, справляется спустя рукава. Жительница одного из домов, обслуживаемых данной компанией, записала видео, где высказывает жалобу по поводу дезинфекции и уборки в подъезде. У нас даже графика дезинфекции нету. Поставили почему-то на каждом этаже стеклянку с хлоркой. Не знаю зачем, что нужно делать этой хлоркой. И вообще у нас, кажется, не убираются целую неделю примерно. Хотя мы звонили в УК и говорили, что убирается каждый день в 5 часов утра. Но, как видите, грязь как была, так и лежит. Справедливости ради заметим, что отсутствие дезинфекции и уборки в подъездах может быть связано с нехваткой персонала, согласного работать во время пандемии. Причины разные. У кого-то проявилась аллергия на хлор, другой не захотел перерабатывать без доплаты, третий отказался подвергать себя риску заражения. Чтобы стимулировать работников коммунальных служб города, дезинфицирующих подъезды, администрация Покровска назначила им доплаты из местного бюджета. Их должны получить в конце мая 25 человек.
на прошлой неделе подписали договор с администрацией города, в которой там, ну, за исключением, за минусом, то есть налогов там, ну, определенных, люди получат доплату. В среднем там какая доплата? Там сумма, там оговаривается, это договор же оказания услуг, поэтому там 5000 на человека. Спецформа с эмблемой «Якутцемент», многоразовая маска, резиновые перчатки и плечевой опрыскиватель. В такой боевой экипировке обеззараживают подъезды работники управляющей компании «Теплый дом» в поселке Махсагало. Форму и опрыскиватели им выдало градообразующее предприятие «Якутцемент». В нашем управлении 29 многоквартирных домов, а в штате у нас получается 10 дворников. И все эти дома Все эти дома, конечно, они обслуживают. Хочется отметить, что за дезинфекцию подъездов жильцы многоквартирных домов платить не обязаны. Если вдруг заметили, что управляющая компания включила санитарную обработку подъезда в платежный документ в качестве новой статьи расходов, или мероприятия по дезинфекции проводятся некачественно или не проводятся вовсе, то вы можете сообщить об этом в местную администрацию или позвонить в единую дежурно-диспетчерскую службу. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Сегодня отмечается Всемирный день врача-травматолога. Бригады травматологов-ортопедов работают круглосуточно и всегда готовы к приему пациентов с различными травмами, от переломов до укусов собак. Как отмечают сами врачи, в период самоизоляции значительно сократилось количество производственных травм, но по-прежнему почти половина всех обратившихся получили увечья в состоянии алкогольного опьянения. В условиях пандемии в травматологических отделениях приняты доп. Меры по недопущению распространения коронавируса. В наше учреждение попадают экстренные больные с признаками ОРВИ. Для того, чтобы изолировать данных пациентов, нами созданы отдельные операционные, отдельные реанимационные койки, а также провизорное или инфекционное отделение для больных с подозрением на ковид. В травмпункте у нас организована и соблюдается социальная дистанция. Пациенты разделены на первичных и повторных больных, ведется отдельный прием. Также наши врачи-травматологи также продолжают, как и ранее, вести телемедицинские консультации с нашими районами, помогаем в оказании медицинской помощи больным с различными травмами. Заявление на поступление в вузы и СУЗы по направлениям культуры можно подать на портале образовательных услуг Якутии, например, в колледже и высшую школу музыки. Для этого необходимо зайти на сайт edu.edefisyakutia.ru. Для возможности полного пользования необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслуги.ру. Также с правилами приема и с формами проведения вступительных испытаний можно ознакомиться на сайтах образовательных учреждений в разделе «Абитуриенту». Между тем, для этих учебных заведений определены бюджетные места. На 2020-2021 учебный год выделено 243 места для обучения студентов за счет региона. Якутский колледж культуры и искусств получил 75 бюджетных мест. Якутский музыкальный колледж Жиркова – 69. Якутское художественное училище – 40. Высшая школа музыки – 20. И Якутская балетная школа – также 20 бюджетных мест. По направлению же высшего образования Высшей школы музыки выделено 19 мест. Железные детали, низкая посадка и деревянный корпус. Мастер из Якутска Юрий Яковлев саморучно изготовил велосипед из дерева. Изделие сразу же стало местной достопримечательностью, а самому Юрию теперь не дают прохода любопытные граждане. С мастером пообщалась Саргалана Неустроева. Увлекаться столярным искусством Юрий начал в 2016 году. Переломным моментом для него стало ухудшение здоровья. Как признается мастер, с работы пришлось уйти, а денег перестало хватать. Да и желание развиваться сыграло немаловажную роль. Тогда-то Юрий вспомнил заветы своего учителя по труду и решил попробовать себя в качестве столяра. В детстве у нас в деревне, там, в Бердестях, Виктор Прокопьевич был учитель труда. Вот. К нему мы на кружок ходили, там, из дерева вырезали. Так что, как бы навыки вот эти вот к дереву еще с детства, наверное. В основном начинал там с маленьких коробочек, ящичков там для цветов, там подарочные коробочки простые, вот фанерные. Начинал с этого. Уже в детстве мастер начал увлекаться различного рода велосипедами. Сейчас же его скромную коллекцию венчает деревянный велосипед собственного производства. Причем при создании изделия Юрий не опирался ни на один чертеж, а действовал буквально по наитию. Вдохновлялся ретро-культурой и работами западных мастеров.
Если посмотреть с точки зрения бизнеса, рынка, да, по моему мнению, он уже перенасыщен, скажем, этностилистикой, либо не то что этностилистикой, а национальными вот этими колоритами. Это что в мебели, что в интерьере. Это уже перенасыщение идет. Было бы хорошо, если бы мастера, конечно, бы сделали стилистику в этностиле, но более в современном каком-то укладе. А то, что касается вот моего стиля, я больше, наверное, ориентируюсь как-то, как сказать попроще, европейский, что ли, такой, ретро, старинное. Мне больше вот нравится что-то вот связанное со стариной. Сейчас у Юрия уже появились первые заказчики, желающие прокатиться на собственном деревянном велосипеде. Однако стоит это удовольствие недешево, порядка 60 тысяч. Помимо этого, Юрий изготавливает деревянные предметы декора. Однако клиентская база мастера в основном состоит из родственников, друзей и знакомых. У нас получается тестовая экспериментальная модель. Вот. И в случае удачи, как я понял, это уже удачная модель, вызвавшая фурор, да? Вот. Будут доработки, улучшения. И еще основные работы пойдут по облегчению веса. И здесь у нас по ходовой никаких изменений не будет, потому что ходовая себя очень хорошо зарекомендовала. Как говорится, дальше больше. Пока останавливаться на одном только деревянном велосипеде Юрий не планирует. В задумке мастера уже есть грандиозный проект создания небольшого судна совместно с детским яхт-клубом. Правда, пока для этого нет необходимых ресурсов. Однако это вряд ли остановит талантливого мастера. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. А сейчас узнаем об эпидобстановке в Алданском районе Якутии. На прямой связи с места событий Руслан Павлов. Руслан, здравствуй. Ждем подробностей. Здравствуй, Василий. За последние сутки в Алдане подтвержден один случай заражения ковид. На сегодняшний день в инфекционном отделении больницы находится 17 пациентов, которые проходят лечение от коронавируса. И также на сегодняшний день все внимание эпидемиологов направлено на город Томот, где коронавирус начал проявляться. Подробности по Томоту доложил главный санитарный врач района Алексей Селютин. На сегодняшний день в Томоте у нас подтверждено 7 случаев новой коронавирусной инфекции. 2 из них это жители города Томот и 5 случаев это золотодобывающий участок, принадлежащий соответствующему предприятию. На участок была направлена группа для проведения проверки. Проверка состоялась, результаты переданы в прокуратуру для принятия мер реагирования. Оперштаб извещен. Пандемия сдвинула многие мероприятия, в том числе и политические. В сентябре этого года в поселениях пройдут выборы глав и депутатов городских собраний. Естественно, даты праймериза тоже сдвинулись, который был назначен на 31 мая. Когда пройдет праймериз политической партии «Единая Россия» и по какой системе, рассказал исполнительный секретарь Алданского отделения ЕР Владимир Малолетков. Регионального политического совета политической партии «Единая Россия» от 15 мая 2020 года в Алданском районе праймериз пройдет 28 июня 2020 года. Праймериз проходить будет по 4-й модели. Что такое 4-я модель? Это голосуют секретари первичных отделений, ревизоры, депутаты представительных органов и члены партии согласно письменного заявления, где пишут о согласии голосовать за вышеназванных кандидатов. Вмешался коронавирус и в деятельность сферы образования. Студенты Алданского политехникума, которые в этом году защищают дипломы, возможно, будут их защищать дистанционно онлайн. По крайней мере, такая система будет апробирована. Если мы говорим о подготовке и самом процессе защиты дипломных проектов, как выпускных квалификационных работ, то на сегодняшний день дипломники приступили к выполнению работ. В связи с тем, что у нас немного облегчен режим, мы разработали систему графика посещений индивидуально студент-преподаватель с сохранением всех мер предосторожности, а также так называемого временного промежутка для того, чтобы успевать обрабатывать помещения там, где проходят консультации. То, что касается самой формы защиты,
у нас есть еще время полностью отработать эту форму. Мы работаем в двух направлениях. Одно направление – это классическое направление, да, с разрозненным размещением комиссии и временем для защиты. Вот. И второй вариант – это так называемый вариант онлайн. На сегодня мы его опробуем. Это через запись, через отсмотр комиссии, а потом через онлайн-обсуждение. Посмотрим, время покажет, какой мы вариант окончательно выберем. Вот такая ситуация у нас на сегодняшний день. Мы следим за ее развитием. Василий. Да, Руслан, спасибо. На прямой связи из Алдана был наш корреспондент Руслан Павлов. Ну а на этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.